В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. На Украине принят ряд законов, ущемляющих права граждан нацменьшинств. В частности, незаконным стало право обучаться на родном языке. С 1 сентября 2023 года на украинский язык должны перевести и школы с обучением на языках национальных меньшинств стран Евросоюза, что вызвало возмущение в ряде стран Восточной Европы. Гостья нашей студии сегодня Ольга Тимофеева-Терешкина, председатель Ассоциации Долган Якутии. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. На ваш взгляд, можно ли сегодня в любой стране мира каким-либо образом ущемлять права граждан обучаться на своем родном языке? Я считаю, что это абсолютно невозможно и самое главное, неправомерно. То есть мы знаем, да, что происходит сейчас у нас на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках. Мы наблюдали в течение 8 лет то, что граждан ущемляли по национальному признаку, хотя они там являются большинством. Запрещали использовать родной русский язык в повседневной жизни. Притеснялись их религиозные, да, и культурные права. А сейчас получается, то есть уже официально Украина запрещает обучение на родном языке. То есть дети русские придут в школу 1 сентября, а возможности обучения на родном языке не будет. Я считаю, что это, конечно, абсолютно неправомерно и вызывает удивление не только у восточных стран Европы, а абсолютно у всего цивилизованного мирового сообщества, в том числе у нас, как в Национальной Республике Саха-Якутия, да, в России, я думаю, абсолютно все недопонимают это решение Украины и поддерживают наших сограждан, соотечественников в Донецкой и Луганской Народной Республике. И нужно понимать, да, что вот родной язык – это естественное право человека. И как раз-таки государство – это есть у нас общественный договор. То есть как раз-таки должно заниматься государственной политикой, создать условия для сохранения и развития родных языков. Вот что происходит у нас в Российской Федерации. Да, у нас это работает хорошо, это наследие Советского Союза и в советское время, и постсоветское время. Мы все знаем свой родной язык. У нас, наоборот, проблема другая. То есть у нас языки исчезают, языки малочисленных народов Севера, и государство, Российская Федерация, Федеральный центр, наше руководство республики как раз предпринимает все возможные меры, чтобы его сохранить и развивать. Проводятся различного рода мероприятия, выделяется финансирование. Мы ищем, да, то есть вот те крупицы, а тут, получается, наоборот запрещают. То есть совершенно как будто вот потусторонний мир, зазеркалье. А как же Конвенция ООН о правах ребенка? Украина ратифицировала этот документ еще в 1991 году. Да, вот что самое удивительное, да, Украина, как член Организации Объединенных Наций, этот универсальный международный документ был принят в 1989 году. Его подписали все страны, члены Организации Объединенных Наций, кстати, кроме Соединенных Штатов Америки, но об этом отдельно. И как раз-таки в этой конвенции говорится о том, что про родной язык, то есть права ребенка на родной язык. Государство обязано создавать условия, чтобы ребенок с детства имел возможность говорить на своем родном языке, начиная с дошкольных учреждений и школьных учреждений. Поэтому, конечно, очень непонятно, когда Украина, ратифицировав данный международный документ, принимает соответствующие у себя законы по запрету, да, использования родного языка в школах. На Украине язык СМИ также претерпел изменения. Теперь вещание на радио, телевидение также должны транслироваться только на украинском языке. Правильно ли это? Абсолютно неправильно. Я считаю, что это уже похоже на самом деле какой-то геноцид и методы фашизма, да, запрета использования родного языка людьми на территории, где их большинство. И вообще на самом деле вообще нельзя так говорить, там большинство, меньшинство. Абсолютно многие страны, они же все многонациональные. Как раз таки надо давать возможность людям, да, использовать родной язык, помогать этому, но никак не запрещать. А по мнению политологов, украинский национализм поощряется всеми президентами Украины после обретения независимости. И сегодня национализм трансформируется в настоящий фашизм, где нет места инакомыслящим. В чем важность проведения денацификации Украины? Я абсолютно согласна с этими политологами. Мы видим, да, что начиная со времен Порошенко, сейчас Зеленского,
К сожалению, да, вот на Украине произошла реабилитация фашизма имени Степана Бандеры. То есть для нас, вот, для граждан, да, Российской Федерации, я думаю, и граждан Украины, мы помним времена Великой Отечественной войны, да, когда Бандера с немецкими оккупантами терроризировал местное население. Сколько много миллионов было уничтожено евреев и поляков бандеровцами. И нам об этом никак нельзя забывать, потому что, конечно, это уже достаточно много времени прошло со времен войны, но растет молодое поколение. То есть нам обязательно надо об этом говорить, то есть о тех страшных вещах, которые происходили, и не давать возможности неофашизму опять возродиться на Украине. И поэтому я считаю, что вот решение президента нашей страны, да, Владимира Путина, о демилитаризации, о денацификации Украины – это своевременный, выверенный и правильный шаг. Я бы даже сказала, наверное, даже можно было еще раньше это сделать, потому что дать возможность народам Украины самим выбрать свое будущее. Я считаю, что вот без всякого вмешательства извне это должен быть свободный выбор населения. И вот по войне я бы хотела еще сказать о том, что все-таки у нас в России память, да, то есть у нас у всех в семье, либо дедушки, бабушки, у меня бабушка была ветераном тыла, мы прошли через эту войну, это в нашей памяти есть, и у нас в России мы как раз этому уделяем, мне кажется, правильное, такое приоритетное внимание, чтобы мы помнили об этом, чтобы молодое поколение никогда об этом не забывало. Ольга, спасибо вам большое, что пришли и поделились своим мнением. Благодарю вас. Да, спасибо вам. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.